Это пойдет на пользу развития наших двусторонних отношений. Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, я хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество случаев новых заражений. Известно также о пожеланиях наших кыргызских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем все, что возможно. Будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого. У нас в прошлом году стартовал перекрестный год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Но уверен, что по мере стабилизации ситуации в санэпидемиологической и санэпидемиологической обстановке мы это все наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного. В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. И еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства, ну и, конечно, будут способствовать укреплению наших двухсторонних межгосударственных связей. Добро пожаловать еще раз. Рад вас видеть. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать вас. Выражаю глубокую признательность за поздравления по случаю моего избрания на пост президента Кыргызской Республики, а также за приглашение посетить Российскую Федерацию. Несомненно, мой первый визит, зарубежный визит к вам в качестве президента Кыргызской Республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в регулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанную с пандемией. Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины по коронавирусу признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения. Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время. Спасибо большое. А я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для нас тоже. Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России. Не требует дополнительных экзаменов там, и так далее, не создает дополнительные сложности для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, отмечаю ваше отношение к этому вопросу. Повторяю еще раз, для нас это важно, для обеих сторон. И хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. С своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине. Такие определенные у нас планы здесь есть, и мы будем над этим тоже работать. Спасибо большое.
С обретением независимости в обществе часто критикуют кадровую политику государства, ведь по сути отбор кадров и назначение их на те или иные должности велись не исходя из профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов, а по принципам родства, знакомства и так далее. Сегодня Кыргызстан нуждается в грамотных, честных и чистых профессионалах. Именно поэтому указ главы государства о новой государственной кадровой политике меняет и требования к ней. Главное поручение президента – кардинально изменить систему и практику отбора кадров. Намечается проведение аттестации акимов районов и их заместителей на системной основе. Также будет введен принцип ротации акимов или акимы районов будут назначаться из числа глав других районов. Основная цель этой работы заключается в укреплении единства народа, искоренении понятия «север-юг» на государственной службе, устранении кадрового трайбализма, клановости, исключении случаев получения должностей на государственной службе путем связей и знакомств, предупреждении возникновения конфликта интересов, особенно при возникновении разногласий между местным населением с инвесторами, ликвидации системных коррупционных схем. Таким образом, правительство намерено стимулировать руководителей на местах работать качественно и эффективно. В состав аттестационной комиссии войдут бывшие руководители районов и областей, имеющие весомый авторитет, ветераны государственной и муниципальной служб. Практика ротации кадров применяется в работе правоохранительных органов и дает свои позитивные результаты для формирования специалистов не только районного, но и республиканского масштаба. Данный шаг станет одним из инструментов формирования сильного резерва кадров страны. Успешно прошедшие аттестацию руководители государственных администраций и их заместители будут рассмотрены в качестве основных претендентов для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Эксперты уверены, совершенствование конкурсного отбора кадров способствует повышению ответственности чиновников за надлежащее исполнение должностных обязанностей. Все это в комплексе внесет позитивные изменения в идеологическом смысле, что непременно отразится на развитии страны. От тех людей, на которых возложена аттестация, проведение аттестации, это очень тоже зависит. Они должны быть очень честными. Ну, знаете, если все это формально проводить, оно приводит снова к этому же результату. Но я надеюсь, что воля нашего руководства хватит, чтобы до конца провести работу подготовки кадров, проведения ротаций по продвижению. Отметим, подписание указа о новой государственной кадровой политике нацелено на создание условий равного доступа граждан к государственной и муниципальной службе, а также на формирование эффективного кадрового резерва, привлечение профессионалов и прогрессивной молодежи.